Исәнмесез, кадерле дуслар. Приветствуем вас, дорогие друзья! Минем исмем Рамил. А я Алина. Без икебез дә Халыклар дуслыгы орденлы Татарстан дәүләт җыр һәм бию ансамбле артистлары. Мы артисты Государственного ордена Дружбы народов ансамбля песни и танца Республики Татарстан. В нашем коллективе работают более 100 человек. А вы хотите узнать о них поближе? Тогда смотрите нашу передачу Творческая среда. «Иҗади чәршәмбе». Здравствуйте, дорогие друзья! Мы продолжаем цикл передач «Творческая среда». И сегодня у нас в гостях заслуженный артист Республики Татарстан, артист балета Государственного ансамбля песни и танца Республики Татарстан Раиль Ганиев. Раиль, приветствую. Благодарю, что пришел к нам на передачу. Как у тебя настроение? Рассказывай. Настроение замечательное, спасибо, что позвали. Очень был рад нашей встрече и нашему интервью. Раиль, традиционный наш первый вопрос. Расскажи про свое детство, как ты вообще попал в хореографию. История, конечно, сейчас уже длинная. Конечно, любовь к танцу мне привел мой папа. Папа с 16 лет, будучи студентом в городе Уфа, ходил в танцевальный коллектив, если не ошибаюсь, назывался «Салават». Там он танцевал, потом переехали они в Татарстан, в город Менделеевск, где при заводе был создан коллектив «Веселуха». Он начал туда ходить, как бы сказать, как хобби, потому что нравилось танцевать. После того, как ДК города Менделеевска дало место, зал коллективу «Веселухи», они начали ходить туда. А мне уже как раз было лет 5, он брал меня с собой, причем мы туда шли пешком, обратно он уже меня нес на руках. И всю репетицию я смотрел, грубо скажем, с подоконника. Мне было очень интересно. И меня папа спросил: хочешь танцевать? Я сказал: хочу. И в 7 лет он привел меня в коллектив «Веселуха», уже была, как бы скажем, студия, группа помладше. И в 7 лет он меня привел туда, я начал ходить уже в коллектив «Веселуха» как уже воспитанный старшей группы. После Накия Шамильевна предложила уже поступить в Челнинское училище искусств, так как уже танцевали уже очень много танцев, уже был репертуар хороший у нас в коллективе «Веселуха». И видела то, что мы уже как бы зажглись, хотели дальше продолжать танцевать. Она предложила нам поступить в Челнинское училище искусств. Мы приехали туда, проверились, нас приняли. 5 лет прошло вот в этом училище. После училища нас бывший выпускник училища Слава Орлов пригласил для поездки за границу в коллектив АСЭК, Государственный ансамбль АСЭК Республики Коми. Выбрал несколько человек, мы приехали, проверились, съездили во Францию, вернулись. Многие ребята вернулись обратно, а мне коллектив понравился, я остался. Проработал там год, после чего отец предложил: может, съездишь, говорит, в армию. Есть как раз коллектив танцевальный при армии Ленинградского военного округа, ансамбль песни и пляски. И заодно как бы не потеряешь форму, и там вроде учтется как раз Стаж, да? Стаж войдет. Все, я поехал, уволился с государственного ансамбля СК, поехал в Санкт-Петербург, проверился также, меня взяли. Но отслужил в ансамбле год, после года нас отправили в часть, так как мы были прикомандированы в ансамбле. После этого прошла служба, вернулся в родной Татарстан, приехал домой, папа спросил, говорит, хочешь танцевать дальше? Я говорю, да. Куда хочешь? Я говорю, я думал вернуться в АСЭК. Папа сказал, говорит, очень далеко,
давай где-нибудь поблизости. Я говорю, тогда государственный ансамбль песни и танца Республики Татарстан. Мы связались с Гариповой Ралем Махмудхановной. Я попросился, можно, говорю, к вам на работу. Она сказала, приезжай, Балам, проверишься, спросим у художественного руководителя, у дирекции. Там будет видно. После чего я в августе приехал 2006 года сюда, мы с ней встретились. И с того момента, с августа месяца 2006 года, я до сих пор работаю в нашем любимом коллективе. Вот ты проработал в коллективе, где совершенно другая культура и другая местность. Вот по тем временам, какие это отличия вообще? Чем отличаются государственные коллективы друг с другом, так скажем? Ну, в училище нас в основном учили татарскому танцу. Но помимо этого как бы старались учить и русскому, и всех стран, которые входили в наш СССР, Советский Союз. Но когда я приехал в Республику Коми, в принципе, как Коми республики нет коми-танца. Там есть коми-песня, коми-обряды. Танцы уже ставили хореографы, брали оттуда, какие-то вот культуры немножко связывали. Но первый, конечно, мой номер был танец с бубнами. Всю свою танцевальную, как бы скажем, карьеру до этого момента татарский, русский, все такое все открытое, широкое. А здесь все внизу, там тело такие движения. Для меня на второй, на третий день крепатура прям болела, поясница, все было тяжеловато, конечно, но было очень интересно. Но все-таки как бы танцы все-таки подходили более к русскому, более к такому как бы статному моменту. Но у нас татарский танец все-таки он более мелкий, быстрый. Там немножко все-таки более все широкое, затянутое, раскрытое, растянутое, шаги большие. Вот для меня как бы вот в этом было различие. Ну, понятно то, что язык совсем другой. Привыкал. Я думал сперва то, что там большая часть разговаривает на коми языке. Слава богу, то, что как бы там русский по коми разговаривает большей части там в деревнях, в поселках. Но мало-помалу учил песни для себя, чтобы немножко хотя бы подпевать за кулисами, пытался спросить переводы. Вот «Асьякы», конечно, переводится как «Утренняя заря». Вот первый перевод, который я узнал, это перевод коллектива. Помимо государственного ансамбля песни и танца «Асьякы» Республики Коми, во время работы у нас ребята, оказывается, еще работали в театре государственного театра оперы и балета. Но как получилось, я прихожу на работу, проходит рабочее время, возвращаюсь себе в общежитие. А здесь каждый день прихожу на работу, и все такие более уставшие. Я такой, а что такое? Я говорю, где-то еще работаете? Да. Где? В Государственном театре оперы и балета. Я говорю, можно с вами? Хочешь? Я говорю, ну да, хочу. Говорю, много свободного времени, плюс классика, как бы немножко все подтянуто, и попробовать себя все-таки в классических произведениях, если получится, конечно, если возьмут. Слава богу, пришел, также проверили, прошел несколько уроков классики, простоял, выучил пару комбинаций, и по итогу я работал одновременно и в Государственном театре оперы и балета, и в Государственном ансамбле песни и танца. Также танцевал и «Щелкунчик», «Дон Кихот» и несколько опер. Да, опыт, конечно, интересный, но вот тебе не было страшно уезжать так далеко от родного дома? Ну, в глубине души, в первую очередь, меня, конечно, играл интерес, во-первых, съездить первый раз за границу, и во второй раз посмотреть вообще, уехать, как сказать, с границ Татарстана, посмотреть более часть России, потому что до этого как бы такой возможности не было у нас. Но когда приехал, да, немножко было, конечно, страшновато, как бы другой город, другая культура, немножко... Нужно было адаптироваться. Нужно было, да, адаптироваться немножко. Но, слава богу, как бы ребята оказались, которые учились в Уфе, челнинские выпускники были, как бы свои люди, свой народ. Вот. Но страшнее, конечно, было родителям, так как после поездки за границу, повторюсь, мои ребята, которые со мной приехали с училища искусств, они вернулись домой, а я остался. И была такая картина, на вокзале подъезжает автобус, стоят родители,
Здесь выходят ребята, а меня нету. И отец каким-то чудом, тогда сотовый телефон был редкость, конечно, и было дорого, все на стационаре были, нашел номер телефона филармонии. В филармонии нашли номер общежития. Он позвонил в общежитии нашли меня. Сказали, что звонит отец. Я уже думаю в голове, какой будет интересный разговор. Будет ругать или все-таки поддержит? В итоге мы с ним поговорили, он все понял. Я ему объяснил то, что мне очень здесь понравилось. Понравился коллектив, и я хотел бы как бы дальше поработать здесь. Он меня поддержал. Ну, в душе я знал то, что он немножко как бы нервничал. Все-таки я знаю своего отца очень хорошо, все-таки вроде он сентиментальный, но это все скрывает. И получилось то, что в декабре, в числах 27-28, он позвонил, сказал, меня встречай, я еду к тебе в гости. Мы его встретили, с знакомым на машине, встретили на автовокзале, шел снег, очень сильно помню. Мы его встретили, привезли в общежитие, я им показал, где я живу, как живу, чем живу. И еще очень хорошо то, что 28 числа, 28 декабря у меня как раз была оперетта «Моя прекрасная леди» в Государственном театре оперы и балета. Я выступал. Я ему сказал, хочешь пойти? Он сказал, естественно. Мы пришли, я прям работал оперетту, как будто, я не знаю, как будто я главный герой. Хотя там у нас было всего выхода 3-4. Я там показывал, старался показать себя. Даже не зная, где он сидит. Ну, старался, чтобы он меня увидел. После спектакля, после оперетты мы с ним встретились в холле. И он прямо вижу, что он был, прям видно, что он был горд. Единственный, конечно, минус, у нас уже были выходные дни в государственном ансамбле АСЭК. Я бы хотел, чтобы он попал все-таки на основную, посмотрел основную работу, где я работаю. Но, к сожалению, не получилось. Единственное, что помогло, я отправил видеокассету почтой концерта. Так как тогда еще интернет такового не было, это было как бы не всем доступно. Вот. После чего как раз вот закончилась работа, начался отпуск, и я вот как раз приехал в отпуск, и в то время как раз мне отец предложил, все-таки, может, подумаешь об армии. Потому что все-таки и убьешь двух зайцев, и в армию сходишь, и форму не потеряешь. И вот мне пришлось после отпуска вернуться в ансамбль песни и танца АСЯК, объяснить ситуацию. Но тогда я даже не думал то, что я не вернусь сюда после армии. Я хотел вернуться, конечно, в тот коллектив. И написал заявление о увольнении по собственному желанию в связи с уходом в армию. Так, но жизнь сложилась так, то, что я все-таки не вернулся туда. Но до сих пор, сколько лет уже прошло, получается 23 года, и мы как вот встречаемся, конечно, редко, но когда встречаемся, слава богу, мы все друг друга помним. Да, коллег, конечно, танцевальной группы уже молодежи больше, стариков меньше. Все уже занимаются там своими, кто-то там с детьми, у кого-то студия, кто-то совсем вообще в другое русло ушел. Но те, кто даже остались в хоровой группе, в оркестровой, в балетном цеху, мы все-таки встречаемся, узнаем друг друга, слава богу. И вспоминаем те моменты, которые у нас, хотя и короткий был период, 1 год, но период был очень насыщенный. И мне очень, очень радостно то, что меня все-таки вспоминают с улыбкой. И очень-очень приятно. Ну что, Раиль, вернулся, значит, ты к себе домой и уже трудоустроился в государственный ансамбль. Помнишь ли ты свой, может быть, первый рабочий день или вообще, как у тебя там складывалось, первые гастроли? Очень сильно помню я рабочий день. Первый. Даже не то, что рабочий день. Как я приехал в ансамбль, и как мы с Раилем Мухаммедхановной разговаривали по поводу, возьмут меня проверяться, как будешь, кто тебя будет проверять, дадут ли согласие наше руководство. Вот. Ну, там была такая ситуация. Наш художественный руководитель очень хорошо помнит, даже вспоминает. Будучи студентом училища искусств, госансамбль Республики Татарстан часто ездил гастрольно по Татарстану. И
А я работал в Булгарах в это время. И на каких-то концертах мы встречались, там, как бы узнавали, кто есть кто. Я молодой, узнавал, что за артисты, что за танцоры, как зовут, вот. И все друг друга знали как бы поименно, грубо скажем. Андрей, Айрат, Марат, там. И здесь, когда уже после училища, после Республики Коми прошло время, я приехал сюда, в кабинет Раили Мухаммедхановны. Я спрашиваю, что мне дальше делать? Она сказала: Улым, нужно узнать, здесь ли художественный руководитель Хаметов. Иди, говорит, узнай, Алам. Я такой, ладно, хорошо. Я выхожу в коридор второго этажа, поднимаюсь по лестнице, и здесь спускается артист танцевальной группы Айрат. Я говорю, о, Айрат, сальмсис кахалляр. Я говорю, Хаметов, говорю, здесь? Он такой, да, говорит, у себя в кабинете на 3-м этаже. Я говорю, все, Бигзур Ахмед, быстро побежал к Раиле Мухаммедхановне. Я говорю, Раиля Мухаммедхановна, он говорю, здесь, пойдемте, все. Я уже думаю, сейчас сядем, поговорим, мне все скажут, берут, что я буду делать, проверять. Заходим в кабинет, я открываю дверь, а там сидит Хаметов Айрат Ринатович. Он, оказывается, стал уже, в то время, когда я был в армии, вот в этот период, он стал уже художественным руководителем коллектива. Я вот так просто сел, и все. Я никого не вижу, я ничего не слышу. Я просто вот так сидел. А Айрат Ринатович там говорил что-то, потом мне пересказал, то, что вот у нас общежития нет, вот у нас работа такая, надо работать, танцевать, зарплата такая, туда-сюда, вот тут такие моменты. А мне просто было так неудобно, прям вообще, я прям вспоминаю, перекручиваю вот этот весь момент. Но по итогу Айрат Ринатович сказал, вот тебе 2-3 месяца, как раз была новая программа тысячелетняя Казань. Если в течение вот этих 2-3 месяцев ты выучишь, концерт в Униксе был в ноябре, если не ошибаюсь, да, вроде в ноябре в Униксе. Вот выступишь, там посмотрим, справился ты, не справился. Если не справился, извини. Справился, будем работать дальше. Вот это самый напоминающий, так скажем, день, когда я пришел в государственный ансамбль. А первая репетиция у меня проводила Раиля Мухаммедхановна, потому что коллектив был в отпуске. Они съездили как раз в Казахстан, после Казахстана вернулись, ушли в отпуск. И мы с Раилей Мухаммедхановной проходили, она меня учила танцу джигитовка, гармонь и джигитовка. Так что вот первую репетицию я помню. Коллектив как раз вышел с отпуска, и вот я начал стараться вставать в свободные места, быстрее влиться в коллектив, быстрее выучить программу. Вот, так что первую репетицию я помню очень хорошо. Первая поездка у нас была по Башкортостану, по республике Башкортостан. И было сразу 12 концертов. Это вот для меня было сперва так неожиданно и немножко как бы страшно. Страшно в том плане, то, что сразу большая поездка, сразу 12 концертов практически подряд. Вот. Когда ты же едешь за границу, например, ты работаешь не каждый день на фестивале. Ну, если даже каждый день, то может по одному танцу, там, с каким-то другим там коллективом, как бы распределяешь нагрузку. А здесь, получается, каждый день ты работаешь полный концерт, 2 отделения. Я вот думал, смогу ли я или нет. Для меня это как бы был такой один из таких опытов именно в госансамбле. И плюс еще получилось то, что ситуация, это была зима, декабрь, и было очень холодно. Ситуация была в том, что приглашенный автобус, в автобусе сломалась печка. Температура была за минус 32-33. И мы когда подъезжали к точке, к ДК, к точке концерта, Айрат Ринатович пошел именно в тот коллектив, чтобы поддержать их. Мы приезжаем, мы как бы более такие с теплоты выходим, смотрим в тот автобус, они сидят в капюшонах, все замерзшие, но все равно доезжали и проводили концерт в полном его объеме. Так скажем, то, что даже вот это испытание морозом, холодом нас не сломило. И как бы для меня
тоже был такой опыт увидеть коллектив именно в таких ситуациях, как бы скажем, экстремальных. Как они, с кем они разговаривают, как они общаются, поддерживают друг друга или нет. Как бы все равно, скажем, один из, молодой в коллективе. Прошло-то 3-4 месяца после того, как я их узнал. И вот здесь уже было все понятно, то, что коллектив очень сплоченный, друг друга поддержит в любой ситуации, будут всегда рядом. И, слава богу, вот эта сплоченность и наше семейное вот это дружное общение, дружная поддержка до сих пор в нашем коллективе. И мы стараемся этого всего придерживаться и сохранить. По поводу изучения новых танцев, как это происходило, все очень даже интересно. Во время той же самой поездки в Башкирию, после 3 концертов Айрат Ринатович забирает нас, собирает в танцевальном классе местном и говорит: так, встаем 5 пар, основной состав. И меняет, убирает ребят, ставит молодых ребят. Проходим. Прошли. Потом меняет наоборот. Берет основной состав мужской и молодых девушек. Проходим танец. Проходим. В итоге оставил, где молодые ребята, основной состав женщин, за одну группу, скажем, репетицию, вот перед концертом, мы быстро-быстро выучили номер, как бы мы его видели, но еще на концерте, как бы на сцене мы его не прочувствовали. И все именно за одну репетицию мы начали собрались, начали танцевать танец. И оставили его до конца гастролей, кроме Уфы. В Уфе, потому что одни ребята из основного костяка, из старших, они закончили Уфимское училище искусств, так как приходят все их друзья, знакомые, родственники, они уже сказали: так что, ребята, все, натанцевались, сегодня здесь работаем мы. Мы такие: да, конечно, конечно. Но это, конечно, не одна и такая ситуация, где вот так нас Айрат Ринатович брал и быстро-быстро вводил в номера. В 2007 году у нас была поездка в Испанию на 2 месяца. И тоже было очень много моментов, когда мы приезжаем в гостиницу, пока расселялись. Он просто звал танцевальную группу на улицу и говорил: танец Урмай. Мы такие: интересно, что за номер? Ну вот кто-то знал, кто-то не знал, вот из ребят. Кто знал, уже как бы ходили более-менее, как бы знали, что происходит. Вот кто не видел, мы уже стояли со стороны. Он говорит: учим. Основной состав проходил. Он также брал, ставил. Встаешь сюда, учишь, проходим. Проходим, и буквально или же в этот же день, или на следующий день мы уже танцевали этот номер уже перед зрителем. И так вот очень много номеров так проходило, когда вот быстро-быстро было вливание в номер. Но это, короче, очень хороший опыт, слава богу. Запоминаю я очень быстро, как бы природа, слава богу, дано. Рэй, мы знаем, и телезрители тоже знают, что твоя супруга Айгуль тоже прекрасная артистка балета. И хотелось бы узнать вашу историю знакомства, был ли какой-то интересный случай, как вообще так сложилось, что вы образовались как пара?
Это было в 2009 году. У нас шла репетиция, подготовка к участию концерта в горнолыжке, если не ошибаюсь. Да, в горнолыжке. И во время репетиции заходит Айрат Ринатович, говорит: вот новая участница нашего коллектива. И заходит симпатичная девушка. Я еще даже не знал, как ее зовут. И сразу она зашла, он ее представил. Она ушла из зала, потому что шла репетиция. Как бы не отвлекались, поздоровались, поаплодировали, все. После репетиции он сказал то, что мы работаем такой-то, такой-то номер, я уже не помню, какой номер, а Айгуль работает свой восточный танец. Хорошо, хорошо, как бы на этом все закрыли, сели в автобус, поехали на точку, на концерт, на мероприятие. Приехали туда, зашли, нам дали помещение, мы переодеваемся. И в один момент смотрю, поворачиваю голову и смотрю на Айгуль и понимаю то, что я где-то ее уже видел, именно вот в этом костюме. Я у ребят спрашиваю: где-то, говорю, я ее уже видел. И на что мне Виталик, мой коллега, мой земляк, Субуханов Виталий Юрьевич, сказал: Раиль, говорит, она работает в Туган Аулым. Оказывается, в Туган Аулым был свой какой-то такой небольшой коллектив из певцов, из танцоров. Я тоже где-то у себя в памяти, в закромах такой вспоминаю. Вроде бы даже, скорее всего, там я ее видел, потому что мы нет-то нет, там тоже принимали участие в каких-то мероприятиях, нас тоже туда звали. И после этого концерта, после мероприятия в горнолыжке, мы загрузились, грубо скажем, также в автобус. Я смотрю, она сидит одна. Думаю, надо подсесть, пообщаться, узнать, кто она такая. Все, присел. Но внутри как бы, думал, вообще начнет ли разговаривать она со мной? Симпатичная девушка, молодая, красивая, щебярь. Начнет ли она со мной разговаривать вообще? Только этот и скажет, что это за парень здесь такой. Присел, поздоровался, познакомился. Меня зовут Раиль. Так и так. Вы откуда к нам? Какими судьбами? Так что пока вот мы ехали небольшое расстояние, узнал то, что она действительно работала в Туган Аулым. Она танцевала там сольные номера, у нее там то, что вот там расформировали, то ли просто уволилась ли, и решила прийти вот сюда. Оказывается, она даже, тогда я узнал, она прошла студию Юлдаш при госансамбле. В студии занималась. И как-то с каждым днем я больше внимания уделять к ней, да, как бы замечал то, что это как бы взаимно. Я даже помню первый поцелуй, так скажем. Это тоже было в поездке. Но это, мы уже более близко начали общаться, имеется в виду как бы уже более открыто, какие-то там уже и новости, и уже узнавать начали о своих там проблемах, как день прошел, там какие планы, там не планы. Но первый раз поцеловал ее я. Она, конечно, это было так. Спонтанно. Да, я даже сам этого не ожидал. Мы в гастроли то ли по Пермскому краю. Поехали в автобус, по автобусам нас рассадили, там старики сзади, молодежь спереди, там среднячки где-то посередине, и нас молодежь посадили где-то в одной ближе куче. Есть остановка, там кому в туалет, кому покурить. И я что-то выходил, она сидит, я такой, беру просто ее в губы так, поцеловал, и я курить. И вышел на выход. Стою и думаю, я это сделал на самом деле или нет? Вот я когда заходил обратно в автобус, я поймал ее взгляд, тоже такой этот. Она не ожидала. Да, она видно то, что не ожидала этого. Я боялся к ней подходить в течение до следующей остановки, вообще боялся к ней подходить, как это все, что она скажет. Слава богу, мы с ней потом в остановке поговорили, все хорошо. Жизнь продолжается, общение продолжается. Все потихоньку мы решили связать свои отношения
никахом, танцем, дуэтом, так скажем. Вот по нынешний день у нас уже 2 дочки. Кстати, Айгуль тоже заслуженная артистка Республики Татарстан. В 1 год мы получили звание. Вот. Сейчас у нас 2 дочки. Ралина, Айлина. Старшая не пошла танцевать. Танцевала, ну, вроде как бы нравится танцевать, но не мое. Сейчас занимается вокалом, поет, играет на флейте. Младшая, вот скоро будет 2 годика. Старший 10 лет будет в этом году, младший 2 года будет. Младшая пока только поет что-то на своем, на своем, на детском. Ну вот, а вы как родители, вы как считаете, дети должны идти в творческую среду, или это выбор за ними, и они сами должны решить, что им нужно, что им важно? Ну, мне кажется, все-таки как бы выбор-то идет за детьми. Мы можем просто предложить, как бы, может танцевать там. Вот она хотела и предложили танцевать. Ты любишь танцевать, Хазым? Да. Вот пошли там, привели в какой-то коллектив, грубо скажем, да, посмотрели, нравится, не нравится. По итогу мы ходили и к нашей вот знакомой девушке Саиде, и потом ходили в другой коллектив, там, где уже побольше детей, постарше. Ну, вот так судьба сложилась, то, что она сказала, нет, мне уже не нравится. Сейчас она вот сама сказала, я хочу петь, и вот сейчас мы ее поддерживаем, там, возим на всякие эти конкурсы, к вокалистке, на учебу, чтобы с ней занимались отдельно. И все-таки, конечно, это выбор ребенка. Как бы мы можем предложить, если ребенок захотел что-то другое, мы просто можем поддержать, как бы мы поддержим и словом, и мнением, и своим, как бы скажем, опытом. Вот. Так что нет, все-таки будет выбор, всегда будет за ними. Мы как бы, а за нами уже поддержка семейная. Рэль, я очень много пересмотрела ваших различных видео с международных конкурсов. Для меня это, конечно, восхищение, и в целом я тоже солидарна с тем мнением, что каждый артист должен попробовать себя на таком поприще, так скажем, испытать себя. И вот интересно от вашего лица узнать, что для вас значит конкурсы, что вы перенимаете, и вообще для вас такие мероприятия, вот что они значат? Хотим сказать большое спасибо Хамету Айрату Ринатовичу, Александре Рашидовне, когда мы начали с Айгулькой уже тесно уже общаться, Айгуль предложила танцевать дуэтом отдельно, участвовать в конкурсах, там, в других мероприятиях. И Айрат Ринатович с Александрой Рашидовной поставили на нас свои номера, которые они раньше танцевали сами. Показали, как надо, что надо, где, как играть, танцевать. С этими номерами мы ездили на всякие города, не только по Татарстану, но и по России, бывало даже и за рубеж. Вот мы ездили. Ну что в конкурсе? Мы в конкурсе хотели показать, на что мы способны. Узнать, как нас оценивает жюри. Жюри все-таки бывает разное. Как мы вообще себя показываем, можем мы или не можем. Плюс мы показывали свою национальную идентичность, да, татарские танцы. Плюс нам было еще интересно посмотреть на другие, там, национальные костюмы, национальные танцы, познать побольше даже для себя. Вот. Но, конечно, в первую очередь это все-таки как бы тоже состязание между другими ребятами, теми же молодыми. Кто лучше, там, кто хуже. Но это все-таки, конечно, все на усмотрение жюри. Жюри все-таки, еще раз говорю, бывает разное. Но в первую очередь мы, конечно, несли свою культуру, пропаганду нашей татарской культуры. Вот. Конечно, конкурс ездить — это очень интересно. Плюс общение с новыми людьми. Потому что
с нашей профессией все равно ездишь по городам. Приехал в тот город, где был твой знакомый, кто участвовал в конкурсе. Встречи, знакомства. Ну, самое интересное это пока. Потому что все равно есть в конкурсах есть возрастное ограничение. И это ограничение оно как раз в тот период, когда у тебя прям все, как скажем, прет из тебя прям вот это все. Интерес, драйв, вот этот поток энергии, прямо ты открываешься. Ну, конечно, тоже нельзя забывать то, что в дальнейшем, пока ты работаешь в ансамбле, вот этот драйв всегда должен оставаться, этот поток энергии. Ты должен быть всегда на высоте, не давать слабину. Конкурс — это очень хорошо. Я знаю даже то, что ты тоже в конкурсах участвовала. Правильно? Правильно. Это же очень интересно, очень захватывающе и, так скажем, общения очень много с новыми людьми. Повторяться уж не буду. Конкурс должен, мне кажется, поучаствовать каждый из артистов, чтобы почувствовать вот эту прям энергию, вот эту обстановку, вот это все, вот этот адреналин, который там проходишь. Ты вроде знаешь этот номер, от конца до конца знаешь, где можно там отдохнуть, передохнуть, где-то улыбнуться, где-то немножко спрятаться. Но все равно перед выходом тебя прям трясет, адреналин прям так и прет. Вот это тоже самый такой вкусные такие моменты. Вот так что желаю всем пройти вот эти моменты именно в конкурсах. Ну и сохранять. И сохранять драйв, да, вот этот драйв. Раиль, пожелай нашим телезрителям что-нибудь хорошее. Что ты считаешь нужным? Самое главное, хочу пожелать всем крепкого здоровья, счастья, светлого неба, мирного неба над головой. Любите свою работу, болейте своей работой и отдавайтесь ей всей душой. Всего всем самого главного. Здоровья, счастья, успехов. Я вас всех люблю, обожаю. Пока-пока. Раиль, спасибо, что пришел к нам на передачу. До свидания. Спасибо. И до новых Вам. встреч. До свидания.